Конечно, вот все, что здесь высказали мои коллеги, и то, что вошло в резолюцию, это общая наша работа. Возможно, не все найдет отклик какой-то, но мы уверены, полагаем, что это будет внимательно рассмотрено, и какие-то вещи все же лягут в основу дальнейшей нашей взаимной работы. Резолюция гражданского форума «Диалог, согласие, развитие». Участники Республиканского гражданского форума Абхазии, объединившие представителей исполнительной, законодательной власти, органов местного самоуправления, научного и экспертного сообщества, общественных организаций и политических партий, констатируем: проведению форума, инициированного Общественной палатой, предшествовала большая работа 6-го созыва, проведение встреч с представителями политических партий и общественных организаций, представителями 3 ветвей власти, научного и экспертного сообщества. В преддверии форума прошли 3 тематических круглых стола, посвященных 3 стратегическим направлениям развития страны: демографической политике, развитию сельских территорий, реформе политической системы. В ходе обсуждения участники единогласно признали, что устойчивое развитие Республики Абхазия невозможно без последовательного системного подхода, объединяющего решение демографических проблем, возрождение села как фундамента государственности и совершенствования политической системы, обеспечивающей баланс власти и участие граждан в принятии решений. Основываясь на принципах сохранения абхазской государственности, культурной идентичности, необходимости улучшения качества жизни граждан и учета мнений институтов гражданского общества, гражданский форум рекомендует: раздел 1. Демографическое развитие и сохранение народа. Разработать и утвердить национальную программу демографического развития на период до 2036 года, включив в нее проекты стимулирования рождаемости, 3-дневная семья, обеспечение жильем многодетных семей, молодая семья Абхазии с льготным кредитованием строительства и приобретения жилья, включить в нее государственную программу развития здравоохранения, предусматривающую ежегодную диспансеризацию всех возрастных категорий граждан. Провести всеобщую перепись населения для получения демографических данных и усовершенствовать систему статистического учета рождаемости, смертности, миграционных процессов. Внести поправки в законодательство, позволяющие этническим абхазам, проживающим в Ачамчирском, Кварчальском, Галском районах, имеющим иностранное гражданство, восстановить свою этническую принадлежность, национальность и исконно абхазскую фамилию. Создать автономный реабилитационный центр для наркозависимых и внедрить программы постреабилитационного сопровождения, социального патронажа, поддержать на межведомственном уровне сообщества, содействующие реабилитации и ресоциализации данной категории людей. Раздел 2. Репатриация и работа с диаспорой. Разработать краткосрочную и среднесрочную государственную программу по репатриации. Мы рекомендуем провести исследование экономического и инвестиционного потенциала Абхазии и ее диаспоры, анализ опыта и мнения репатриантов, представителей диаспоры о процессе репатриации, провести информационную работу с диаспорой через представительства и общественные организации для выявления и подготовки потенциальных репатриантов как по месту их проживания, так и после переезда в Абхазию. Обеспечить курсами обучения языку, сориентировать по возможностям трудоустройства, модернизировать образовательную программу для студентов из диаспоры, начальным этапом которой должна стать агитационная работа в диаспоре, подготовительная языковая программа и адаптационная программа в Абхазии с конечной целью завершения обучения в АГУ. Создать резервный фонд жилья, земельных участков, условий для перехода от коллективного расселения
к индивидуально ориентированной поддержке при получении жилья с учетом профессионального опыта, материальных возможностей и состава семей репатриантов. Определить срок, по истечению которого репатрианты смогут вступить в права собственности. Изменить статус Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации и создать Министерство по репатриации и демографии с наделением министра полномочиями вице-премьера Республики Абхазия. Ввести порядок подачи заявлений онлайн и первичных документов для упрощения получения паспорта и замены паспорта для репатриантов. Упростить процедуру получения гражданства для супругов и детей репатриантов. Включить в аппарат Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации и комиссии по вопросам гражданства при президенте Республики Абхазия представителей диаспоры. Изучить возможности организации прямого пассажирского морского сообщения, это изучить возможности с Турецкой Республикой для установления более тесных связей с диаспорой. Учредить ежегодный всеабхазский форум по проблемам демографии и репатриации как постоянно действующую площадку для диалога власти, бизнеса, средств массовой информации и общественности. Раздел 3. Сельские территории. Считаем приоритетной задачу популяризации аграрных профессий. В связи с этим предлагаем Министерство просвещения и Министерство сельского хозяйства совместно с главами администрации разработать программу создания агроклассов в школах и системы наставничества, рассмотреть возможность грантовой поддержки выпускников аграрных специальностей, вернувшихся для работы в сельскую местность в размере 100 тысяч рублей. Инициировать проработку правовых вопросов, связанных с регулированием права собственности на недвижимость в сельской местности Тгварчальский, Ачамчирский, Галский районы. Систематизация земельного фонда, оформление земли, находящейся в фактическом владении, провести инвентаризацию по хозяйственных книг и создать на их основе электронную базу, которая станет фундаментом для единого государственного реестра недвижимости. Изучить вопрос совершенствования системы бюджетирования, республиканские, районные и местные бюджеты, законодательно закрепив за сельским уровнем собственные доходные источники, часть налоговых поступлений и расходные полномочия. При этом считаем целесообразным переход на единый счет при решении вопросов сельских территорий. Деньги уходят с централизованного счета по уведомлению. С другой стороны, данное решение позволяет государству оперативно решать важные расходные операции. Разработать механизмы стимулирования сельских администраций к наращиванию налогооблагаемой базы за счет развития аграрного сектора, этнотуризма, экотуризма и народных промыслов. Внедрить практику инициативного бюджетирования на селе с софинансированием проектов со стороны жителей в размере 5–8%, как инструмент повышения гражданской активности и общественного контроля. Апробировать механизмы инициативного бюджетирования в рамках программы «Год села», направив выделенные президентом средства 1 миллион рублей на село, на пилотные проекты, выбираемые непосредственно местными жителями. Провести общее собрание сельских депутатов для апробации предложенных механизмов и выработки единой стратегии действий на местах. Раздел 4. Реформа политической системы. Представленные в настоящей резолюции предложения следует рассматривать как первый шаг в процессе реформирования и совершенствования политико-правовой системы и системы государственного управления Республики Абхазия. Инициировать изменения в Конституцию Республики Абхазия, направленные на расширение участия парламента в формировании правительства Республики Абхазия. Разработать и принять новый закон о политических партиях, соответствующий современным вызовам
и обеспечивающие развитие многопартийности. Инициировать принятие закона о переходе на пропорционально-мажоритарную избирательную систему действующим созывом Народного собрания парламента Республики Абхазия. В заключение, признавая необходимость комплексного подхода к развитию страны, увязывающего в единую стратегию вопросы демографии, экономики, социальной сферы, инфраструктуры, сохранения историко-культурного наследия и совершенствования политической системы, Общественная палата готова принять активное участие в работе по реализации указанных предложений. Настоящая резолюция оглашена здесь, на нашем гражданском форуме, сегодня, 12 марта 2026 года, и направляется президенту Республики Абхазия, спикеру Народного собрания парламента Республики Абхазия. Благодарю.